Приветствую всех зрителей программы. Так, сегодня из самого обсуждаемого в социальных сетях, кто же пойдет по следам Кокорина и Мамаева, и о землетрясении в Казани. Но обо всем по порядку. В Татарстане инспекторы ГИБДД штрафовали 3 блогеров за онлайн-трансляцию за рулем. Специалисты считают, что во время использования телефона, во время вождения, реакция водителя замедляется практически вдвое. Эффект можно сравнить с состоянием алкогольного опьянения. Стражи порядка теперь начали активно мониторить социальные сети. И, вероятнее всего, эту активность спровоцировала жительница набережных Челнов, которая управляла автомобилем с младенцем на руках. А вот все происходящее еще и снимала на видео. Естественно, что в соцсетях подняли шумиху и начали осуждать маму. Сама героиня так объяснила свой поступок. Но в тот момент я не хотела его отпускать из рук, потому что он только что родился. И я просто его никуда не отпускаю. Я его очень сильно люблю и без ума от него. В итоге женщину оштрафовали за нарушение правил перевозки детей, за управление транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности, за управление автомобилем с тонированными стеклами и отсутствие страхового полиса. В ГИБДД вообще сообщили, что за последние 3 года эта девушка привлекалась к административной ответственности за нарушение правил ПДД 20 раз. В очередной раз в эпицентре скандала оказался бывший форвард Ак-Барса Дмитрий Обухов. Судя по видео, что взорвало соцсети, он избил девушку, которая на своем авто перегородила дорогу его Мерседесу. Девушка в тот же день написала заявление в полицию. Вот как комментирует произошедшее в социальных сетях и телеграм-каналах. Обухов показал всю свою силу, несколько раз ударив девушку за рулем. Экс-нападающий применил силу не там, где нужно. Напомним, что Дмитрий Обухов – 3-кратный обладатель Кубка Гагарина. Он часто фигурировал в скандальной хронике. Его уже лишали прав за пьяную езду и даже обвиняли в изнасиловании. Можно уже сейчас провести параллели с делом Кокорина и Мамаева, слушания по делу которых уже начались. По делу Обухова идет доследственная проверка, назначенная судебно-медицинские экспертизы. Действия воспитанника татарстанского хоккея уже осудили и бывший клуб, и Казанский Кремль. И в завершении белорусский певец Макс Корж выступал на этой неделе в Татнефть-арене. В итоге 2 жилых дома попали под поражение звуковых децибелов. Жители домов обратили внимание на подрагивание полов и звон стекол в окнах. Потом начали дрожать стены и трястись люстры. В общем, все напоминало землетрясение. Люди бросились на улицу, взяв деньги, документы. Прибывшие спасатели МЧС проверили здание и убедились, что трещин на них нет. Вот такой эффект от концерта. Но все-таки, Ильшат, вопрос, зная вашу позицию по Кокорину и Мамаеву, по Дмитрию Обухову. Должна ли строгость закона в отношении известных звезд, экс-звезд, быть более строгой, чем к обычным гражданским в этой ситуации людям? Вы знаете, я твердо убежден, что известные люди должны вести себя более ответственно, а закон должен быть справедлив и строг ко всем. Вот такая моя позиция. Спасибо, Ильшат. Удачной программы.